Сибайцы не ждут у моря погоды, а начинают и действовать сами. В городе ровных дорог становится все больше. Что грозит злостным неплательщикам и как с этим бороться? Подробности в сюжете наших корреспондентов. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Мучиться от бездорожья и ждать или взять инициативу в свои руки и радоваться новой дороге. Герой нашего следующего сюжета относится именно ко второй категории. Новую дорогу к своим домам жители некоторых поселков решили сделать сами. Что из этого вышло, узнаете далее. Маленький тупик на улице Клары Цеткин уже много лет доставлял местным жителям немалых хлопот. Особенно в межсезонье или после дождя он оказывался совершенно непроходимым. Мы мучились несколько лет, потому что у нас здесь не было прохода, заливало постоянно дорогу. Было затруднительно попасть к домам. Отныне проблем здесь не будет. В тупике сегодня работает грейдер. КАМАЗами завозит дресву, природный материал из местного карьера. Им и будет покрыта дорога. Отсыпка данного участка стала возможной благодаря обращению жителей в администрацию и помощи местных предпринимателей. Параллельно грейдеру ЖКХ работает и на улице Акбузат, что в новом поселке Дом Рыбака 2. Инициативу провести отсыпку проявили сами жители. Начали жить с декабря месяца, и вот весной у нас началась проблема. Это мы не могли проехать на машине к своему дому. Мы услышали, что у нас здесь начал работать депутат Кириллова Лиана Рафисовна. Обратились к ней, непосредственно нам сказала, что поможет с нашей проблемой. Созвонились с ЖКХ, договорились о встрече, уже поговорили, какие технические у нас проблемы есть, что они могут нам предложить. То есть они нам выделили грейдер, выделили КАМАЗ, чтобы мы могли вывести землю. Мы уже, в свою очередь, должны были привезти сюда дресву, которую выделялась бесплатно с стороны карьера, которая находится возле аэропорта. Мы, получается, со своей стороны должны были оплатить услуги от КАМАЗа, который будет сюда возить, и услуги погрузчика. С нашей стороны предоставляется техника для того, чтобы провести подготовительные работы. То есть сначала мы подготовили корыто для основания, скажем так, для дороги. Потом за счет средств жителей, сами жители организовали завоз дресвы сюда. После этого мы поставили грейдер для того, чтобы разровнять и уже сделать дорогу, скажем так, в законченный вид. Вот здесь опять, вот это слаженное действие жителей и руководства города приводит к тому, что дорога здесь у нас, появляется, и жители будут ездить и радоваться этому всему. Дом Рыбака 2 поселок сравнительно новый. Улиц, где отсутствуют дороги, множество. Ожидание планового строительства может длиться годами. Именно такой реальностью руководствовались и жители улицы Асылташ, которые уже пользуются своей новой дорогой. Финансовый вклад жителей, поддержка со стороны администрации, управления ЖКХ, и в короткие сроки дорога готова. Живем мы по этой улице Асылташ с прошлого года. Вот я переехал в прошлом году осенью. Невозможно было проехать. Грязь везде. Ни скорую вызвать, ни пожарку, как говорится. Пришлось обратиться к главе администрации. Заявление написали. Добро дали нам, карьер ЖКХ Маликов. Такое предложение было, чтобы собрать деньги. Примеров совместной работы жителей городских служб для благоустройства и создания комфортных условий жизни не ограничиваются только новыми поселками и этим годом. В прошлом году мы также сделали улицу сельхозтехники, потом, с микрорайона Золото улица Лесная. В прошлом году под осень уже к нам вышли жители, говорят, давайте по такой же программе. Хотя мы и в Сибайском рабочем обращение на такое делали, и на Сибайском телевидении. Улицу Лесную отсыпали, жители остались очень довольны. Давид Фадеев, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В продолжении темы благоустройства. В ближайшие 5 лет в Сибае участник федеральной программы формирования комфортной городской среды, которая дает большие возможности в плане благоустройства. Чтобы в ней поучаствовать, одного желания мало. Нужны действия самих горожан. Что изменится за это время в Сибае и что дает нам эта программа? Об этом вы узнаете из нашего следующего сюжета.
Ровное асфальтовое полотно, просторная парковка и безопасная детская площадка. Согласитесь, каждый житель многоэтажки мечтает о таком дворе. Теперь и у сибайцев появилась возможность самим превратить свой двор в сказку. А волшебной феей в данной ситуации станет федеральная программа формирования комфортной среды, в которую попал и наш город. Программа предусматривает полное обновление территорий. Внутри домовое асфальтирование, обустройство пешеходных дорожек, освещение, дополнительные места отдыха. И также по данной программе, значит, у нас задействованы и общественные места, то есть это парки, скверы, в котором, значит, также должны люди проводить свободное время, отдыхать, значит, в данных местах общественного назначения. В этом году по общественным местам у нас выбраны три проекта. Это у нас в районе, значит, Беркута, ФОК Беркут, по улице Ленина, возле кинотеатра «Мир». И у нас предусмотрен, значит, парк культуры и отдыха в парке имени Мажита Гафури. На сегодня 4 квартала прошли аукцион, определены подрядчики. В Сибай две организации «Сибайдорстрой» и «Росстройсервис» будут заниматься реализацией федеральной программы. Все 4 квартала расположены в микрорайоне Восточный. У нас по первому лоту у нас попали, значит, индустриальное шоссе 612, по второму лоту строители 2, ветеранов 2, значит, строители 4/1. По третьему лоту у нас строители 6/1, 6/2, ветеранов 6. По четвертому лоту у нас попал, значит, Чайковского 28. Вот эти квартала, в этих кварталах будет предусмотрено расширение, значит, площадок под автостоянки автомашин, будет выполнена проезжей части, будет выполнены пешеходные дорожки дополнительно с обустройством, значит, скамеек для, значит, отдыха. И в некоторых местах еще дополнительно у нас предусмотрены где детские площадки, где, значит, спортивные площадки. То есть все это будет размещено вот в этих кварталах. Со дня на день начнутся работы на всех участках. Ведение строительства будет находиться под четким контролем курирующих ведомств, а также любой желающий может зайти в интернет и смотреть ход работ. На участках будут установлены видеокамеры с онлайн-трансляцией. Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В начале июня в прокуратуру города поступила жалоба о незаконном сборе денег в коррекционной школе. Представители правоохранительного органа провели проверку в образовательном учреждении, где обучаются 109 детей-инвалидов. Подтвердилась ли жалоба и какое наказание понес нарушитель закона? В интервью старшего помощника прокурора Фаниля Муртаева. Прокуратура города провела проверку по жалобе незаконного сбора денежных средств в коррекционные школы, где обучается 109 детей-инвалидов. Законодательство гарантирует бесплатность и общедоступность образования и разрешает внесение в учебное заведение лишь добровольное пожертвование, размер которого определен сам гражданин. Между тем, в указанной школе с родителей учащихся 3 класса незаконно собирались денежные средства на покупку дивана, штор, классной комнаты. Данное решение было закреплено в протоколе родительского собрания, который не носит обязательный характер. При этом полученные деньги не вносились на расчетный счет образовательного учреждения, а передавались классному руководителю. Это препятствовало учету и контролю за использованием денежных средств. По данному факту прокуратура внесла в адрес директора школы представление. По результатам рассмотрения незаконные поборы прекращены, деньги возвращены родителям. За допущенное нарушение классный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности. Своевременно уплаченные гражданами налоги являются основой благополучия и финансовой стабильности государства. С начала года задолженность по имущественным налогам физических лиц в Башкортостане сократилась почти на 10%. Если в январе она составляла более 3 миллиардов рублей, то на текущий момент 2 миллиарда 800 миллионов. Квитанцию на уплату задолженности по налогам можно получить во всех офисах МФЦ Республики Башкортостан.
Новая государственная услуга «Прием заявлений и выдача платежных документов на уплату задолженности по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц предоставляется всем гражданам в режиме реального времени при посещении отделений МФЦ, расположенных на территории республики. Физическим лицам для получения информации о наличии или отсутствии задолженности потребуется документ, удостоверяющий личность или нотариальная доверенность для представителя заявителя. Налогоплательщикам, имеющим задолженность по транспортному земельным налогам, налогу на имущество, будет выдана квитанция с суммой задолженности и пени. Произвести оплату по выданной квитанции можно с помощью платежного терминала или в ближайших пунктах приема платежей. На этом наш выпуск завершен. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи, до встречи в эфире.